Новый культурный центр имени Василия Никифорова «Кюльмнюр» открыли в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Объект введен раньше сроков. Это стало возможным благодаря усилиям строителей и целевого фонда будущих поколений республики и компании «Алроса». Новое здание стало хорошим подарком району к столетию якутской автономии и к 8-м спортивным играм народов Якутии. Подробности в сюжете Марфирины Алексеевой. Открытие культурного центра знаменует начало нового этапа развития культурно-духовной жизни всего Усть-Алданского улуса. В большом трехэтажном светлом здании размещены учреждения улусной библиотеки и культурного центра Тойон-Мюрю. Созданы все комфортные условия для активной работы коллективов и разностороннего отдыха посетителей. В центре имеется большой вестибюль-фойе, зрительный зал на 262 места, артистические комнаты, обрядный зал, художественная мастерская, костюмерная, швейная и буфет. На втором этаже расположились рабочие кабинеты, большой репетиционный зал, кружковые помещения, а также библиотека. Здание строилось на наших глазах. Мы все очень долго ждали открытия нового дворца культуры. На втором и третьем этажах здания находится детская библиотека и взрослая библиотека. Мы все с нетерпением ждем, как наши дети сюда войдут и посмотрят новую библиотеку своими глазами. А долгожданный он от того, что строительство центра по объективным причинам было задержано. Тогда, по поручению главы республики Айсена Николаева, в 2020 году строительство здания было включено в целевую программу целевого фонда будущих поколений во имя будущего. По планам финансирования мы должны были завершить строительство в июне этого года, так? Но вот у нас подрядчик и технический заказчик проявили инициативу. Объект введен досрочно. То есть в конце декабря прошлого года, в 2021 году, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Отметим, что к году столетия Якутского АССР целевой фонд будущих поколений республики за счет средств Алроса финансирует строительство еще 2 объектов – Дворца культуры и духовного развития в селе Намцы-Намского улуса и культурно-спортивного комплекса в поселке Зырянка Верхнеколымского улуса. Около 7 миллиардов рублей – это та социальная программа благотворительности, которую компания реализует. И значительную часть этих средств мы реализуем через фонд будущих поколений. И благодаря этому фонду мы влияем на строительство многих социальных объектов, которые не входят в территории, периметр которых мы ведем хозяйственную и производственную деятельность. С помощью компании «Алроса» этот объект очень быстро ввели. По моему глубокому убеждению, такие дворцы культуры должны быть в каждом районном центре нашей республики. Разное поколение от мала до старца, все должны собираться тут и познавать и развивать родную культуру, потому что народ без культуры не может существовать. Новое здание, посвященное столетнему юбилею, стало большим подарком району и к 8-м спортивным играм народов республики. Дворец культуры стал 30-м социальным объектом, введенным в Улусе с 2018 года. Марфирина Алексеева, Алексей Семенов, Григорий Григорьев, Владимир Копырин, Усть-Алданский улус, Якутск.